Дорогие друзья, мои киргизские друзья, братья, я хотел бы воспользоваться этим случаем, сказать несколько слов на русском языке. Сейчас у меня онлайн беседа с моими земляками, с таджиками. Я уже высказал свою точку зрения, что мы думаем, какие у нас предложения, как мы видим ситуацию и какие выходы, на наш взгляд, есть из этой ситуации. И я хотел коротко об этом рассказать на русском языке. И очень надеюсь, что это поможет хоть немного разрулить эту сложную ситуацию, в которой мы все находимся. Я очень сожалею, также сожалеют миллионы таджики в эти священные дни Рамазана, что случилось это несчастье, и между таджиками и киргизами на границе случилось кровопролитие, и есть уже погибшие, есть с обоих сторон, и это вызывает наше большое сожаление. Пользуясь случаем, я выражаю мое соболезнование всем семьям погибших, как со стороны таджикской стороны, так и со стороны Киргизстана. Я думаю, что тут нет ни малейшей вины ни таджикского, ни киргизского народа. Это вина политиков, это вина дипломатов, которые не смогли решать приграничные вопросы до этого дня, не хотели решать. Они оставили это на потом. Каждая сторона занималась популизмом, каждая сторона хотела получить свою личную или групповую выгоду. Я уверен, что если бы они захотели решать эти вопросы до этого конфликта, они бы этого сделали давно. Но каждая сторона видела в этом свою выгоду и хотела использовать свою пользу. Я не хочу сейчас говорить о таджикской власти, мы уже об этом говорили, тем более это не то место для наших внутренних разборок. Вы сами знаете, что какая ситуация у нас в Таджикистане, в какой ситуации находится таджикский народ, у вас какая ситуация, и, естественно, Таджикистан находится в более сложной ситуации, как в экономическом плане, так и в политическом. Но сейчас разговор не о этом. Сейчас мы должны думать, как способствовать тому, чтобы этот конфликт как можно скорее решался, причем решался мирным путем, через переговоры, через дипломатические каналы, а не на поле боя. Вы уже в курсе, что таджикский народ может ответить, и уже ответил, и, к сожалению, ответил иногда жестко, потому что долгие годы жители Воруха, жители Чоркуха, жители Ходжей-Ало и других приграничных поселений, поселки, селений, они были в очень сложных ситуациях. С одной стороны, давление таджикских властей, они всегда находились под прессингом. С другой стороны, та сложная ситуация, которая возникла на границе, это их дом, это их родина. Они жили и живут и будут жить в своих домах. Я очень сожалею, что ответ или реакция таджикской стороны, таджикских граждан был где-то в каких-то случаях довольно жестким. Я только что на таджикском языке сказал, чтобы эти случаи они не должны повторяться. Мы должны вернуться к той добрососедстве, к той атмосфере, которая всегда мы жили в этом регионе, не только в Баткенской области или в Исфаринском районе, в Бободжон-Гафуровском районе, а также у нас есть приграничные районы в Жиргатале, в Бадахшане. И таджикский народ, киргизский народ испокон веков живут бок о бок и рядом друг с другом. У нас общая история, общая культура, общая религия. Таджикский народ никогда не забудет. Я лично, мои сторонники, все, кто пережил гражданскую войну, никогда не забудут те дни, когда межтаджикские переговоры проходили в Бишкеке, когда киргизский народ приютил у себя тысячи таджиков в самые сложные дни.
Когда Аскар Акаев, тогдашний президент Киргизии, в те дни, когда в Бишкеке проходили межтаджикские переговоры, я был там, я присутствовал, я видел своими глазами, ушла из жизни его мать. Он сказал, что пока таджики не будут подписывать политический протокол, я не дам согласия на похороны моей матери. Он не участвовал на похороне своей матери, пока таджики не закончат переговоры. Настолько для него, для киргизских властей, для киргизского народа был важным мирные таджикские переговоры. Мы этого никогда не забудем и не должны забывать. Но политика делает свое дело. Сейчас политики, наши, ваши политики, они довели дело до того, что два братских народов с оружием в руках находятся друг против друга, убивают друг друга. Из-за земли, из-за воды, из-за нескольких километров, а может быть даже сотни метров нерешенных приграничных территорий. Я думаю, что это вызывает и сожаление, и грусть, и это говорит о том, что мы где-то не доработали. Я понимаю, почему с нашей стороны такая резкая реакция, потому что наше правительство довело дело до такой ситуации, когда гражданское общество, оно уже практически не существует. Духовенство, оно занимается не тем, что должен заниматься. Интеллигенция наша уже давно молчит. Политическая оппозиция не существует. Все решает Рахмон и одна маленькая группа. Но у вас-то, дорогие киргизские друзья, у вас-то все-таки демократия есть еще. Я очень надеюсь, что оно не будет, в Киргизии не будет так, как в Таджикистане. У вас гражданское общество очень сильное, у вас духовенство независимое, у вас средства массовой информации независимые и вещаете даже поминутно о том, что происходит сейчас в регионе, в то время, когда наш государственные СМИ молчат, показывают только Рахмона, где он заседает в правительстве, решает якобы какие-то очень важные хозяйственные вопросы. Но если у нас такая ситуация, почему ваше гражданское общество, почему ваша независимая пресса, где демократические институты, духовенство, они не работают на уменьшение этого накала, на снижение накала? С нашей стороны мы готовы, но мы далеки, мы в Европе. Внутри Таджикистана нет оппозиции, нет гражданского общества. Но у вас-то оно есть. Я очень жду от вас, от моих друзей, многие мои знакомые, которые раньше работали в парламенте, в правительстве, они сейчас мне звонят, пишут. У вас совершенно другая ситуация, вы более свободны. Давайте вместо того, чтобы через средства массовой информации призывать к мобилизации. Мобилизация для чего? Против кого? Против таджикского народа? Это бесполезно. Это никаких результатов не дает. Вы уже посмотрели. На деле, мы видели, я только что сказал на таджикском языке, киргизский народ тоже очень храбрый народ. И может защищаться. К чему вся эта мобилизация? Почему мы не должны использовать этот потенциал для того, чтобы призвать к миру, к добрососедству, к сосуществованию на этой территории? Мы можем, мы должны, мы обречены на то, чтобы жить в мире и в согласии в этом регионе. Никогда таджикский народ в своей истории никогда не использовал силу для того, чтобы захватить чужую территорию. Никогда. Наоборот, вся наша история состоит из того, чтобы мы отдали свои территории. Почему сегодня таджики в основном живут в горах, хотя таджикский народ – это городской народ, это сельское население, исторические, мы не кочевники. Но почему сейчас в основном мы живем в горах? Потому что отобрали у нас и города, и земли. Таджикский народ не может больше отступать. Нам некуда отступать. Куда отступать? Поэтому давайте жить по принципам добрососедства, сосуществования,
так как живут сейчас в Европе. Почему мы не можем, жители Баткента, жители Исфари, жители Лайлакского района, Бобожон-Гафуровского района, почему не могут жить без этих границ, без этих приграничных каких-то постов? Почему европейцы могут жить, а мы, киргизы, таджики, не можем жить? Узбеки или киргизы, узбеки или таджики не можем жить. Я понимаю, что нам не хватает демократии, нам не хватает гражданского общества, нам не хватает новых властей, ни коррупционеров, ни этих маленьких князев, которые каждый хочет править у себя в Узбекистане, в Таджикистане, в Киргизстане. Они боятся свободной торговли, они боятся свободного передвижения товаров, услуг, финансов, идей и так далее. Я это понимаю прекрасно. Но рано или поздно мы придем к тому, чтобы у нас будет свой союз, Центральноазиатский союз, по типу или по примеру Европейского Союза. Многие из вас были в Европе. Вы даже не почувствуете, что перешли границу Германии с Голландией, Германии с Францией, Германии с Австрией или Чехословакией. Вы даже этого не заметите. А мы заметим в Центральной Азии. Мы не только, когда переходим границы друг друга, когда мы из одного района, из одной области, внутри одной государства переходим границу, как будто мы вошли в другое государство. Там висят, там посты, там висят какие-то плакаты. Добро пожаловать, я не знаю, в Сагдийскую область или в Баткенскую область. А в Европе этого нет. Люди, товары, деньги, идеи перемещаются свободно. Вы даже этого не замечаете. Почему мы этого не можем создать у себя в Центральной Азии? Потому что этого не позволяют наши чиновники, наши политики, которых мы сами выбрали. И сегодня они занимаются популизмом. Сегодня для вас хочет построить себя героем Ташиев или другой силовик. У нас тоже такая ситуация. На самом деле они могли этот вопрос решать давно, если захотели. Но, к сожалению, пока идет политическая игра не только на уровне региона, внутри наших государств, но и на более широком уровне. Не зря, что сейчас появилось очень много посредников. Вы, наверное, сами тоже прочитали, посмотрели. Все сейчас готовы помочь нам, киргизам и таджикам, выйти из этой ситуации. Многие ждали этого момента, что и потом выступят в роли посредников, миротворцев. А почему мы этого позволяем? Почему мы не можем решать наши внутренние вопросы без посредников? Я уверен, что мы этого можем делать, мы должны делать, мы на это обречены. Поэтому я призываю использовать весь потенциал, весь имеющийся арсенал, дипломатический, народный, духовенство, интеллигенция. Почему бы нам не создать народные, местные, двусторонние группы из числа духовенства, из числа интеллигенции, как в Баткенте, так и в Исфаринском районе? Почему все должны решать политики, чиновники? Я не хочу сейчас назвать их трусами, но каждый из них хотят себе сейчас построить или выдать как героев, но на самом деле нет. Это не так. Я только что на таджикском языке сказал, что таджикская власть должна сейчас немедленно выпустить из тюрьмы Домна Наимджона, у которого есть очень много учеников, друзей среди духовенства в Баткенском районе, в Волжской области, в Бишкеке. Вот где потенциал, народный потенциал духовенства. Вместе с Рамазан они должны собраться, сидеть вместе, помочь дипломатам, помочь военным, помочь политикам выйти из этой ситуации. Отдать все это политикам и дипломатам слишком рискованно. Дорогие друзья, киргизские братья, наша национальная гордость, ваша национальная гордость, общие наши национальные интересы, они более важны, чем интересы отдельных групп, как в Киргизстане, так и в Таджикистане. Поэтому давайте больше не проверять друг друга на храбрость, на мужество, на стойкость. Мы давно друг друга знаем, мы
друг друга перепроверили много раз. И я очень сожалею, что это случилось. Я только что на таджикском языке призвал моих сограждан, друзей, знакомых, чтобы никогда больше не повторялись те случаи, которые вчера, позавчера мы наблюдали, но в этом вина обоих сторон. Я не хочу сейчас обвинять никого, поэтому я очень желаю, призываю вас содействовать этому. И мы с нашей стороны готовы к этому. Есть небольшая киргизская диаспора в Европе, мои друзья, мы в контакте, но без вашей помощи, без людей, которые находятся в Душанбе, в Бишкеке, в Баткенте, в Исфаре, Сагдийской области, нам не удается ничего сделать, кроме того, чтобы говорить отсюда. Поэтому я очень призываю вас, я всех, кто нас знает, кто сейчас слушает, давайте быть более хладнокровными, более разумными. И я уверен, что этот конфликт скоро решится, но я очень хочу, чтобы те погибшие, те шахиды, которые мы отдали с обоих сторон, это были последние шахиды. И с сегодняшнего дня, с завтрашнего дня мы не должны допустить эскалацию, дальнейшую эскалацию. И все политики, дипломаты, духовенство, интеллигенция должны сделать все для того, чтобы прекратить кровопролитие, и вопрос был решен мирными средствами через переговоры. Поэтому я здесь, это мое обращение на русском языке к моим киргизским друзьям. Я очень надеюсь, что мои слова, мои предложения будут находить также сторонников среди политиков, среди гражданского общества, особенно среди тех людей, которых я прекрасно знаю. И очень надеюсь, что они с пониманием относятся к позиции таджикской стороны, таджикского народа, жителей Чоркуха, Воруха. Они оказались в очень сложной ситуации. Вы знакомы друг с другом, вы знаете друг друга. Давайте будем работать над тем, чтобы вернуть добрососедство и дружеские отношения между двумя народами. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.